руку, я хочу запомнить, кто был утром. Ага, молодцы, хорошо. Хорошо, поехали. Я должен запомнить, кто из вас реально за знанием идет, кто стремится за знанием, кто стремится за знанием, он процветает. Вы по-настоящему хотите добиться успеха в деньгах? Хорошо, отлично. Давайте теперь будем говорить тогда. Если у вас есть сильное желание добиться успеха, давайте тогда будем говорить. Я утром рассказывал несколько важных причин проблемы с деньгами, а потом объяснил почему. Смотрю, среди вас несколько есть новых людей. Я хочу спросить вас, зачем вам нужны деньги? Быть финансово независимым, давайте еще. Путешествовать, обеспечивать, делать добро, помогать людям, инвестировать. Знаете, насколько ваша причина, она сильна. Очень важно, чтобы ваша причина была настолько сильна, что вы могли преодолеть временные неудачи. Когда вы начинаете пойти по пути, чтобы добиться успеха, особенно в деньгах, у вас будет много неудач, много будут трудностей. Средние статьи были банкротами. 17 раз были неудачи. Это статистика. Через это пройдут, можно сказать, раз это статистика, значит почти все пройдут через него. Поэтому причина у вас, насколько она сильна. Если ваша причина сильна, у вас есть шанс процветать. Вот. Есть среди вас кто-то, кто побывал в каких-то моих тренингах, почитал мои книги или в Ютубе посмотрел? Ого, отлично, очень хорошо. Вы в Ютубе посмотрели, какие-то книги читали? Машаллах. И вы пришли сегодня о деньгах что-то серьезное знать? Жарко. Сегодняшняя наша встреча с вами, она вводный тренинг. Вводный тренинг я объясняю, почему надо учиться о деньгах, зачем так надо делать. А от основного тренинга я объясняю систему, которая приведет к финансовой свободе. Если вы побывали раньше в моих тренингах, возможно, в основном тренинге, не в вводном тренинге, возможно, вы некие понимание имеете системы, которую я разработал. Я разработал систему, которая при любом доходе человека помогает дойти до финансовой свободы. При любом доходе. И самое интересное, у вас долги есть, нет, дохода есть или нет, не имеет значения. Главное, чтобы эту систему соблюдать, со временем ты до этого дойдешь. Но это требует некое время. Надо уметь терпеливо эту систему практиковать. Благодаря этой системе мне давали доктор экономического развития. Я его защитил при МААКе, это при ЮНЕСКО. Почему при ЮНЕСКО? Потому что отличается ВААК от МААК. Чем они отличаются? ВААК это Советский Союз, МААК это при ЮНЕСКО. Это чем они отличаются? Отличие в том, что если вы защищаете ВААКи, вы там рассказываете про многие исследования других научных степеней, которые кто-то видел вот это параметры, кто-то видел это. То есть набор куча информации, теоретической информации. И вы понятия не имеете, на практике они работают или нет. Я теперь понял, когда я начал защитить там, потом понял, почему наши дипломы Европа не признает или Запад. Потому что мы много пишем о теории там. А когда при ЮНЕСКО защитили вот МААК этого, потому что я же доктор психологии науки там защитил в России уже, в ААКе. А МААК защитил при ЮНЕСКО вот этого. А там, когда защитил, а там было другое. Там основном на чего внимание обращали и больше начали меня требовать. Это что было? Насколько это практично то, что вы говорите. Кому ваша теория реально, в каких случаях жизни, в каких ситуациях помогло. Она реально действительно в жизни практикуема или нет. Есть очень много теорий, которые не практикуемы. А есть теории, которые можно практиковать. И вот, а у меня было очень много кейсов, очень много примеров, очень много кейсов, то есть это означает люди, семьи, которые что они делали, и они достигли финансовой стабильности и так далее. Я обучаю особенно, как дойти до финансовой стабильности. А когда вы дойдете до финансовой стабильности, перед вами появляется шанс стать финансово свободным. Вот в чем особенность этой системы. Когда дело касается денег, надо сначала осознавать, что нужда, она управляет людьми.
Надо сначала вот это осознавать. Что если ты не имеешь знания о деньгах, всю свою жизнь отдаешь ради этого. Как нужно управлять людьми? Я сейчас один пример привожу, чтобы вы меня лучше поняли. Знаете, я в селе вырос, а он чуть дальше от вас, чуть выше, где Заравшан начинается. И вот где я вырос, не было цирка. Я никогда не был в цирке. 10-12 лет назад, или может быть 11 лет назад, моя дочка мне попросила: папа, отвезите нас в цирк. А я думал: о, классно, я тоже хочу, хоть на разу не был в жизни, давай. Я взял своих детей и пошел в цирк. Когда пошел в цирк, я видел очень необычную вещь. Я вырос в горах, и каждый раз я сын пастуха. Мой отец был пастухом, и несколько было у него стадий. И когда я часто оставался в горах, мама всегда дала совет, что если останешься один в горах, всегда зажги огонь. Потому что звери боятся огня. И это было так. Я много раз в горах там один ночевал, один остался. Это было так. Я много раз столкнулся с этими разными зверями. Но она действительно, огонь тебе помогает. А потом, когда пошел в цирк, видел необычную вещь. Знаете, дрессировщик возьмет палку, одевает кусочек мяса и дает этому зверю. Это зверь лев. Кусочек. А потом палками показывают, куда сидит. И лев сядет туда, где он скажет. Он направляет это зверя. Потом пока прыгай вон туда. И зверь прыгает, представляете? Я сидел, думал, интересно, кому подчиняется это лев, король джунглей. Его называют король джунглей, так? Сильнейший всех зверей называть его. А кому он подчиняется? Этому мальчику? Или своей собственной нужде? Почему он такой покорненький? Нужде. Внимание обратите. Я думал: во, интересно. Вот она, голод даже зверя воспитывают. Вы представляете? И теперь сами было интересно, когда посмотрел, и этот парень взял огонь. Я думал, сейчас этот зверь разозлится, и все, кошмар начинается. И вы представляете, этот парень ему каждый раз пара кусочек мяса дает. Если зверь не делает, одну кусочек добавит. Нельзя. Думаю, интересно, прямо как мотивационная система. Представляете? Он не делает, он 2 кусок дает. А если пальцами показывает, палками, если он не прыгает, он еще один кусочек одевает. Я думаю: ух ты! И вы представляете, он взял огонь, этот зверь через это огонь прыгал. Я реально был удивлен этому. Я действительно, когда это видел, я думал: Боже спаси, это что такое? Вы знаете, что я хочу сказать этим? Может быть, вы тоже есть такой лев? Может быть, вы есть такой больной талантом, силам лев, который нужно так загнал вас в угол? Вы знаете, сколько таких людей нужно загнал в угол и сделать таким покорным? Миллиарды. Я тогда сидел и думал: Господи, спасти от бедности. Насколько она тебе загоняет в угол, что какой-то тупой начнет управлять тобой. Разве не так? Я думал: Господи, как это так? Я пришел к пониманию, что если нет знания о деньгах, поверьте, даже самый хороший человек будет в нужде, покорными. Ему придется так себя вести. Ему придется. Поэтому одну вещь изменит нашу жизнь. Это знание о деньгах.